Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Второй тур выборов на пост главы Республики Абхазия состоится уже 8 сентября. Чего ждут граждане Абхазии от выборов президента 2019? Хотят ли проведения теледебатов в прямом эфире? Как оценивают прошедший первый тур? Эти и многие другие вопросы мы задавали нашим гражданам. Подробности у Гугуцы Вардания. Меньше недели осталось до второго тура выборов президента Республики Абхазия. По итогам первого тура на пост главы государства претендуют Рауль Хаджимба и Алхаз Квитзиния. Согласно данным первого тура, явка избирателей была невысокой. Каким будет второй тур, прогнозировать сложно. Однако мы все же попытались выяснить у жителей столицы, пойдут ли они на выборы. Ждем сейчас на 8 числа, пойдем выберем. Кто из них останется? Ну вот я от себя просто желаю им, чтобы они все делали для нас, быть хорошо. А тот, который не победит, чтобы своими знаниями помог ему тоже, чтобы он улучшил, наш двойной был. Вот это мое мнение. Не прошел мой кандидат, буду голосовать за лучшего из тех, кто остался. Против всех точно не буду голосовать. А вот сейчас должны состояться дебаты. Будете ли вы их смотреть? Двух кандидатов, правильно? Да. Конечно, буду смотреть. С удовольствием посмотрю, послушаю. У кого какая программа, кто что предложит для процветания Абхазии. Посмотрим и сделаем выбор. Будем голосовать за кого-то. Выберем кого-нибудь достойного. Всегда ждем чего-то хорошего, лучшего. Ждем, мы надеемся. Мунир Куджба переехал в Абхазию из Сирии 6 лет назад. Он давно мечтал вернуться на историческую родину. Для него важно принимать активное участие в жизни своего государства. Важно выразить свою гражданскую позицию. Ходим на выборы обязательно. Мы последний раз были и еще будем. Мы ожидаем, чтобы действительно Абхазия была лучше и смогли что-то решить некоторые проблемы. Среди опрошенных были и те, кто высказал переживания по поводу проведения второго тура. Многие же уверены, что все пройдет спокойно. В списке избирателей Абхазии более 126 тысяч человек. Почти два кандидата основных, да, скажем так, вровень идут. Еще неизвестно, как будут голосовать остальные избиратели. Неизвестно, кому же дать вообще преимущество. Потому что в таких случаях неизвестно, как поведут себя другие избиратели. Поэтому, когда нет такого разрыва между кандидатами, до последнего, наверное, надо будет ждать вообще результатов выборов. Потому что некоторые доли процентов могут решить судьбу выборов. Я вам напомню, что в 1960 году в США что произошло между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. В 0,5% выиграл Джон Кеннеди. Это в такой самой большой стране США. Такое же событие произошло, между прочим, и в 80-х годах между Альбертом Гором и Джорджем Бушем. То есть такое же событие может произойти и в Абхазии. Уже 8 сентября граждане страны смогут сделать свой выбор. По результатам нашего опроса все едины во мнении, что выборы должны завершиться спокойно, и каждый гражданин должен выполнить свой гражданский долг во благо будущего своего народа. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Теледебаты кандидатов в президенты Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Алхаза Квитзиния смотрите в прямом эфире на нашем телеканале в пятницу 6 сентября в 21 час. К гражданам Абхазии обратились члены Союза парламентариев Абхазии. В заявлении было отмечено: на 8 сентября назначено повторное голосование, и нам в очередной раз предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшее развитие государства. От этого зависит не только исполнение наших надежд и ожиданий, но и историческая ответственность, заложенная веками в нашем обществе, сохранение государственности. Члены Союза парламентариев Абхазии являются депутатами Народного собрания парламента Республики Абхазия нынешнего и прошлых созывов. Мы поддерживали и поддерживаем разных кандидатов на нынешних выборах, но несмотря на различия в политических взглядах, мы едины во мнении, что только уважительное отношение к иному конструктивному мнению и политическому выбору даст нам шанс сохранить стабильность в нашей стране и заложить фундамент для будущего развития и процветания. Союз парламентариев Абхазии призывает всех граждан Республики Абхазия, вне зависимости от политических предпочтений, принять участие в выборах, исполнить свой гражданский долг, не быть безучастным к судьбе нашего государства. Ведь в конечном итоге цель у всех одна – процветание нашей Родины Абсны.
Служба государственной безопасности Абхазии сделала заявление о ситуации на границе Южной Осетии и Грузии. Наблюдая за ситуацией с Сухума, мы видим, как государственная граница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта. И виной тому безответственная и агрессивная политика Тбилиси. Однозначно понятно, что само нахождение грузинских силовиков и их блокпоста вблизи юго-осетинского населенного пункта могут привести к открытому вооруженному противостоянию и, как следствие, к человеческим жертвам. Надеемся, что действия Грузии не останутся незамеченными присутствующими на месте инцидента представителями миссии наблюдателей Европейского Союза, которые в таких случаях обязаны принимать меры по устранению предпосылок к дальнейшей эскалации конфликта. Считаем, что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть только отвод грузинских силовиков и ликвидация ранее обустроенного там блокпоста, говорится в заявлении СГБ. Напомним, что резкая эскалация напряженности на границе Южной Осетии и Грузии произошла 24 августа, после того, как Грузия самовольно установила блокпост в непосредственной близости от осетинского населенного пункта и ввела в этот район силовые подразделения. 1 сентября под предлогом борьбы с беспилотным летательным аппаратом грузинские силовики открыли огонь в направлении Южной Осетии. Осетинская сторона на провокацию не реагировала и ответный огонь не открывала. Тем не менее, в результате применения огнестрельного оружия по сопредельной территории был создан опасный прецедент, который в дальнейшем может иметь самые серьезные последствия. К другим новостям. Кабинет министров Республики Абхазия постановил внести изменения в постановление о ставках вывозных таможенных пошлин. В частности, относительно пунктов, касающихся вывоза лесного ореха, было принято решение определить ставку пошлины в размере 0% и считать утратившим силу постановление Кабинета министров Абхазии 26 июля 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. Контроль за исполнением данного постановления возложен на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия. В последние дни в столице были перебои с подачей питьевой воды. Переносить отключение воды в жаркую погоду особенно сложно. Что послужило причиной остановки водоснабжения в Сухуме? Ответ на этот вопрос в репортаже Амелии Бисмарк. Утром 2 сентября Сухум проснулся без воды. Ситуация осложнилась еще и тем, что именно на указанную дату был перенесен День знаний, и родители спешили подготовить своих детей к торжественной линейке. О причинах происшествия нам рассказал главный инженер столичного водоканала Мираб Анкваб. На насосной станции номер 2, которая расположена на Гумисте, где-то в час ночи в одном из залов, там 2 зала, в одном из залов прорвала старую трубу, которая она давно уже не использовалась, она была заглушена. И за считанные минуты буквально начала затапливать насосную, хотя оператор успел отключить все электродвигатели. Он побежал, открыл аварийный выпуск, и тем не менее вода набралась в зале. Около, наверное, метров. По причине мощного прорыва подтопленными оказались и без того старые электродвигатели. Один из них и вовсе был выведен из строя. Специалисты выехали на место для устранения последствий нештатной ситуации. 2 бригады водопроводчиков, электрики, специалисты приехали. И в течение дня мы смогли просушить электродвигатели, просушить электродвигатели и заменить один электродвигатель. И к вечеру мы подали в город воду. Работники водоканала и сейчас вручную выгребают воду и грязь из зала, где установлена техника. Подобные аварии здесь не редкость, ведь станция на Гумисте качает воду в город уже многие десятки лет подряд. Насосная станция номер 2, расположенная в селе Гумиста, была построена еще после Великой Отечественной войны. Большая часть оборудования, которое здесь расположено, также 50-х годов производства. Поэтому аварий избежать невозможно. Тем не менее, объект питает всю старую часть столицы. Само здание водонасосной полностью изношено. Учитывая все возможные риски, властями было принято решение рядом построить новую станцию. Объект, возведенный за счет средств российской инвестиционной программы, практически готов к запуску. Мы ждем сейчас энергетиков, они должны подвести ЛЭП сюда, на эту станцию. И остаются трубы. Это уже напорные трубы, которые от новой насосной будут подсоединяться к нашим водоводам, которые идут в город. И пусконаладочные работы. Здесь, по большому счету, уже на
месяц работы. Открытие новой станции не может решить общую проблему с перебоями в подаче воды. Не секрет, что городские коммуникации водопровода изношены и требуют капитального ремонта. По этой причине поломки периодически возникают в разных частях столицы. Так, утром 3 сентября воды не было в новом районе. Специалисты несколько часов занимались устранением данной аварии. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии подвело итоги прошедших за 2019 год культурных событий и рассказало о предстоящих планах. Подробности у Алеки Трапш. 2019 год насыщен культурными событиями в Абхазии. С января по август в республике прошло немало международных конференций, выставок, фестивалей. Что касается театральной жизни страны, то в Государственных абхазском и русском драматическом театрах и молодежном театре репертуары пополнились новыми спектаклями с участием молодых абхазских актеров. Среди главных культурных событий страны особое место занимает ежегодный проект «Культурные сезоны Россия-Абхазия», который реализуется в рамках плана сотрудничества Министерств культуры Абхазии и России. В нынешнем году фестиваль стартовал 26 августа. На открытии выступил Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Работа проекта «Культурные сезоны Россия-Абхазия-2019» продолжится и в сентябре. 11 сентября в Абхазию приезжает МХАТ имени Чехова со своим спектаклем. Это очень интересное событие. И в Русском театре наши зрители 2 дня будут иметь такую возможность посмотреть спектакль одного из лучших театров в России. Также в сентябре наша государственная хоровая капелла в рамках плана сотрудничества 2 министерств Абхазии и России будет принимать участие в фестивале и выступать в зале Чайковского. Затем гастроли продолжатся уже в Туле. Кроме того, с 9 по 13 сентября в Государственном концертном зале Пицунского храма состоится ежегодный международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». В данное время Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии занимается подготовкой праздничного концерта к 30 сентября, Дню Победы. В этом году это будет такая интересная программа, которая будет совместно, оркестр национальных инструментов имени Хунцаря, совместно с эстрадными нашими исполнителями, с артистами. Я думаю, что наши зрители, которые очень важный для нас день, придут на концерт, который будет проходить в филармонии, они получат огромное удовольствие. В октябре состоится всеми уже полюбившийся ежегодный музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». Он будет проходить 3 дня в зале Пицунского храма, в Бедийском соборе и на стадионе «Динамо» в Сухуме. Также в октябре пройдет ежегодный 5-й фестиваль Фазилия Искандера. Он посвящен 90-летию писателя, и мы решили с кураторами фестиваля, с Жазиной Агрба, с Алексеем Шервашидзе, с семьей, с друзьями фестиваля сделать такую интересную историю, как фотовыставка, как путешествие по жизни, да? Где будут фотоматериалы, где будут видеоматериалы, его текст, рукописи. Это большая выставка-ретроспектива, которая откроется в Сухуме. У Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в планах еще несколько выставок и фестивалей. И среди них выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии, которая пройдет в Москве в конце октября. А уже скоро Министерство культуры Абхазии с привлечением международных экспертов проведет большую конференцию на тему проблемы сохранения памятников культуры. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 16-21, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.